Здравствуйте, в студии «Реальной экономики» Тимур Бекмурзин. Нефтехимическая отрасль – главная опора экономической стабильности страны и республики Татарстан. Ковидный год нанес удар по многим предприятиям этой отрасли, но гиганты нефтехимии не только смогли выстоять и преодолеть трудности экономического шторма, но и построить новые производства. Ярким свидетельством этого стало открытие в Нижнекамске нового современного производства ДССК, на котором будут выпускать инновационные продукты. Приурочили открытие нового производства к профессиональному празднику Дню химика, а Нижнекамск нефтехим сделал его всеобщим праздником для всех горожан, подарив нижнекамцам масштабную концертную программу еще и в честь юбилея города 55-летия со дня образования. Нефтехимики, как никто, умеют организовывать такие мероприятия, празднуют массово, от души, с настроением, с разными площадками для отдыха и гуляний, с танцевальными и спортивными программами, с всевозможными шоу и конкурсами, с салютом. О празднике большой химии и не только в ближайшие 25 минут в программе «Реальная экономика». Смотрите в этом выпуске. Прорывные проекты ДССК и ТЭП. Какие уникальные продукты скрываются за этими аббревиатурами? Чем так порадовал себя и президента Татарстана Нижнекамск нефтехим в свой профессиональный день? Все расскажем. Спортивные радости. Кто и почему привез Кубок Гагарина на Нижнекамск нефтехим? А также какой футбольный подарок преподнес всем нижнекамцам родной химкомбинат? Все узнаем. Лучшее детям. Как нефтехимики следуют этому принципу. В День защиты детей свои двери распахнули детские оздоровительные лагеря ПАО «Нижнекамск нефтехим». Мы уже говорили о традиции отмечать главный профессиональный праздник в республике – День химика, ярко, мощно, красиво. И важно, что праздничные мероприятия не ограничиваются гуляниями, поздравлениями, концертными номерами и так далее. Еще одной доброй традицией стал запуск новых производств в этот день. И даже этот трудный, по объективным причинам, год исключением не стал. Более того, нефтехимики превзошли все даже самые смелые планы и ожидания. Отметились не просто открытием новых установок, а дали старт без преувеличения уникальным, прорывным производством. Подробности прямо сейчас. 3, 2, 1, пуск! Так, легким нажатием символической кнопки для Нижнекамск нефтехим открывается новый этап развития. Проект ДССК в этом плане примечателен вдвойне. Во-первых, он символизирует новую веху в новейшей истории компании, переход в новое хай-тек будущее. За короткий срок в стратегический проект было инвестировано более 11 миллиардов рублей. Это реально инвестиции в продукт с исключительными эксплуатационными характеристиками. Применение такого каучука при изготовлении шин позволяет достичь увеличения службы покрышек, лучшего сцепления с мокрой обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве резинотехнических изделий. И плюс к этому это один из ключевых элементов мировой зеленой экономики в области автомобильных шин. Ну и второе. Амбициозный проект был реализован в очень непростое время, в сжатые сроки. К его строительству приступили в 2019 году. И фактически активная фаза строительства пришлась на время введения самых жестких ограничительных мер из-за пандемии. И тем не менее ДССК был введен в срок с отменным качеством. Дивинил, стирольный синтетический ковшик 60 тысяч тонн. Это современнейшее предприятие, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. И, конечно же, этот объект, он был возможен только при высоком научно-техническом потенциале и возможности Нижнекамск нефтехима. Я хотел бы поблагодарить группу компании ТАИФ за вот такие проекты. 11,3 миллиарда рублей инвестиций. Это очень маржинальный и хороший продукт. Проявили наш несгибаемый нефтехимический характер. Слаженная работа всего трудового коллектива правления Нижнекамск нефтехима позволила оперативно и в установленные сроки реализовать этот инновационный проект. Ваш профессионализм, мы сегодня наблюдаем вот этот продукт, который выпустили. Мы получили
новый вид каучука для Нижнекамскнефтехима. С нами работают все мировые компании, имеют честь с нами заключать 5-летние контракты. Это говорит о нашей стабильности. Огромное вам спасибо, с профессиональным праздником, здоровья всем и успехов. Спасибо. Еще один новый вид полимеров, которые теперь здесь будут получать, это так называемые ТЭПы, полное название стирол-бутадиен стирольные термоэластопласты. Их используют в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. Ключевые особенности ТЭП – это высокая совместимость с дорожными и кровельными битумами, оптимальный баланс механической прочности и эластичности, а также возможность многократной переработки без ухудшения качественных характеристик. Большая нефтехимия все ближе к народному хозяйству страны, а сами технологии становятся все более умными и экологичными. Как наглядный пример, специальные фондоматы по утилизации пластика и алюминиевых банок оборудование показали Рустаму Миниханову. Эти умные машины нефтехимики сейчас устанавливают на своих подшефных организациях и школах. Это часть пилотного экологического проекта Нижнекамскнефтехима по раздельному сбору мусора. Для учеников фондоматы своеобразная игра и одновременно экологическое обучение. Опуская бутылку или банку в аппарат, каждый из них в ответ получает талончики, которые позволяют состязаться между классами и получать призы. Такими призами с помощью Нижнекамскнефтехима для них стали билеты в кино. С момента установки фондоматов дети уже не выкидывают бутылки просто на улицу, а приносят специальный аппарат. Сегодня директор школы нам рассказал, что, оказывается, благодаря этой работе ребята практически весь микрорайон очистили от мусора. Не только в рамках своей школы, но и всего микрорайона. Об этом интересном опыте Айрат Сафин рассказал Рустаму Миниханову и добавил, что в будущем от чеков планируют избавиться совсем, будет работать специальное мобильное приложение. Пока же школьники могут обменять с десяток талончиков на билеты в кино. Генеральный директор Татнефти Маганов не растерялся. Давайте я в кино схожу. Праздничные мероприятия продолжились в Ледовом дворце Нефтехим-арены, где была организована выставка достижений. Здесь были представлены последние разработки в области нефтехимии, охраны окружающей среды и инновационных технологий. Я всегда радуюсь, когда слышу или открываю газету «Нефтехимик», смотрю новые производства, новые продукции. У нас уже, наверное, 200 разных видов химической продукции выпускается. И марка Нижнекамскнефтехима известна во всем мире. Гордимся за свое предприятие, что она так за нас заботится. Мой скромный труд тоже оценил так высоко. А далее была церемония награждения и поздравления к Дню химика. Я от имени руководства республики, от себя лично, хотел бы всех вас поздравить с профессиональным праздником, поблагодарить за вашу работу. Ну и сегодня Республика Татарстан, один из нефтехимических центров нашей страны. И я надеюсь, что у нас дальнейшие большие планы, и эти планы будут реализованы. А настоящим музыкальным подарком всем нижнекамцам стало выступление группы «Чиш и компания». Радость этой победы с Таифом и Нижнекамскнефтехимом разделяет и Сибур. Крупнейшие нефтехимические игроки России объединяют активы и усилия и в будущем намерены сообща действовать на глобальных рынках. В эксклюзивном интервью нашей программе председатель правления ПАО «Сибурхолдинг» Дмитрий Конов поделился впечатлениями от города Нижнекамска и от последних достижений Нижнекамскнефтехима. Давайте посмотрим. Очень приятное впечатление от города, от зелени, от людей. Тоже, в принципе, знаете, как атмосфера складывается из того, условно, из зданий, из обустройства и из людей. Вот если люди с улыбками и с каким-то удовлетворенным видом в городе на улицах спокойно ходят, то это очень хороший признак. Поэтому в этом отношении город произвел очень приятное впечатление. Мы, в принципе, много лет партнеры, в какой-то степени понимая друг друга, знаем, какие проекты шли в Сибуре, какие проекты были в Нижнекамскнефтехиме, в других компаниях Таифа. Это самый профессиональный коллектив с точки зрения производства каучуков в России. Это однозначно, это многолетнее лидерство, и сегодняшний проект – это в большой степени очередное подтверждение. Потому что вот этот задел, который создан, профессионализм людей, трудовой коллектив, который много лет профессионально этими вопросами, этой темой занимается, постоянно вводя новые мощности, это залог успехов в будущем тоже.
Один из самых благоустроенных и красивых городов Татарстана. Таким стал Нижнекамск, и во многом его расцвет связан с успехами и динамичным развитием татарстанской нефтехимии. Этот год, этот праздник, как мы уже отметили, особый, причем по разным причинам. Во-первых, Нижнекамск в этом году отмечает свое 55-летие. Во-вторых, уж очень сложным и трудным стал этот год для экономики в целом, для нефтехимиков особенно. Причина в первую очередь пандемии, конечно, которая пока еще окончательно никуда не ушла. Поэтому праздник нужен. Заряд оптимизма был необходим именно сейчас. И он прошел так, как надо, этот День химика. Практически такая аналогия у меня родилась, как День Победы. Каким мы его запомним, этот праздник, в репортаже от наших корреспондентов. Нижнекамцы умеют отдыхать весело, ярко, по-спортивному, поэтому в День химика каждый мог найти увлечение по вкусу. Среди наиболее любимых занятий веселые старты и перетягивание каната. Для удобства горожан сотрудники спортклуба «Нефтехимик» организовали специальную стойку, где желающие могли записаться на различные спортивные секции. Здесь как и детям, так и взрослым очень интересно. Очень интересно то, что есть спортивные программы, есть также для маленьких детей. И также можно взрослым, в принципе, тут посмотреть концерт. В этот праздничный день прекрасное настроение, яркие спортивные эмоции царили не только в парках и скверах Нижнекамска, но и на стадионе «Нефтехимик». Здесь прошел дружеский матч между сборной футбольного клуба «Нефтехимик» и командой Нижнекамск «Нефтехима». И несмотря на то, что в игре были в большинстве спортсмены-любители, нежели профессионалы, игра многим запомнилась яркими атаками и опасными моментами. По мнению зрителей, игра выдалась захватывающей. Болельщики хоть и не делали предпочтений между командами, праздник удался на славу. Все было замечательно. И также хочу поздравить всех нефтехимиков с этим днем. Желаю всем счастья, здоровья. Самое главное, не болеть. И погода в доме, так скажем. Всем удачи, всем спасибо. Несмотря на большое количество опасных моментов, команда футбольного клуба смогла распечатать ворота заводчан лишь во втором тайме. Матч завершился в ничью со счетом 2-2. Однако в серии после матчевых пенальти победу одержала команда ФК «Нефтехимик». Все участники игры получили памятные медали, лучших игроков наградили кубками. А в это время на концертных площадках города было многолюдно. Праздник приближался к своей кульминации. Поздравить нефтехимиков и всех нижнекамцев, а также гостей города вышел генеральный директор ПАО «Нижнекамск Нефтехим» Айрат Сафин. Сегодня Нижнекамск Нефтехим в бюджете города, в структуре города занимает 70%. И это успех города благодаря Нижнекамск Нефтехиму. Поэтому давайте расти вместе, дружить вместе и процветать вместе. Всех с праздником, всех благ, здоровья всем. Ну и какой праздник без гостей из столицы? Нижнекамцев поздравили Ваня Дмитриенко и группа «Добро». Ярким завершением праздничного вечера стал красочный салют, который надолго запомнится всем присутствующим. В этот во всех отношениях трудный год сам факт того, что предприятие стабильно работает, коллектив на своих местах уже в определенной степени достижение. Нижнекамск Нефтехим, помимо этого, как мы уже видели, запускает новые прорывные проекты, реализует амбициозную инвестиционную программу. Важно, что в этот нелегкий период нефтехимики сохранили всех своих партнеров и даже приобрели новых. Недавно ПАО «Нижнекамск Нефтехим» подписал соглашение о поставках электротехнического оборудования с компанией «Электротехмонтаж». Что дает этот документ в плане развития предприятия? Нефтехимические новости в продолжении нашей программы. Компания ЭТН занимается поставкой электрооборудования и оборудования для инженерных систем, которые необходимы для бесперебойной работы подразделений Нижнекамск Нефтехима. Сегодняшняя встреча – это еще один шаг в решении этой задачи, когда лидеры российской экономики находят дополнительные возможности по повышению совместного бизнеса. И не только в направлении обеспечения производства, о чем мы сейчас говорили, но и в реализации инвестиционных проектов, я надеюсь,
в организации повышения профессионального уровня сотрудников и решении многих других задач. Компания ЭТМ предоставляет Нижнекамскнефтехиму свой инструментарий iPro – электронный магазин, в котором специалисты подразделений смогут самостоятельно выбирать необходимые позиции в свою корзину, что дает возможности сокращения сроков поставки электротехнического оборудования со 120 дней до 2 недель, а в некоторых случаях и до нескольких дней. Система iPro позволяет подобрать оборудование, найти замену, оценить новинки и уникальные решения рынка, получить уведомления о поступлении ожидаемых товаров или готовности заказов к выдаче. Электронный магазин автоматически обновляется, пользователь получает точную и актуальную на текущий момент информацию по продукту. Справочник освобожден от накопленных дублей и ошибок. Если оборудование снято с производства, то система предложит аналог. И все это позволяет как раз сделать решение цифровое на мировом уровне. Таким образом, при формировании заказа технические специалисты цеха подразделений Нижнекамскнефтехима видят сроки поставки оборудования, что существенно упрощает планирование ремонтов в долгосрочном периоде. В свою очередь, компания ЭТМ рада сотрудничеству с нефтехимическим гигантом. А сейчас о новостях спорта. Да-да, не удивляйтесь, для нефтехимиков это важнейшая часть их жизни. В Нижнекамске любят спорт. Массовый, детский, профессиональный. И хотя, понятно, у каждого свои предпочтения, есть объективно самые популярные и любимые виды спорта. Это, конечно, хоккей и футбол. И поэтому события, о которых сейчас пойдет речь, точно не оставят равнодушными никого. Ну или почти никого. 6 лет спустя Кубок Гагарина снова оказался в Нижнекамске на целых 2 дня. Событие не рядовое, далеко не каждый крупный город удостаивался чести вживую увидеть главный трофей континентальной хоккейной лиги. А в Нижнекамск 26-килограммовая чаша приехала уже во 2-й раз. Событие сродни запуску ракеты в космос. Такое же волнительное и горячее. В этом году 2 воспитанника Нижнекамской хоккейной школы Наиль Якупов и Дамир Шеревзянов стали обладателями Кубка Гагарина. В первую очередь ребята презентовали кубок генеральному директору предприятия Айрату Сафину и заместителю генерального директора, коммерческому директору Нижнекамскнефтехима, председателю совета директоров ХК «Нефтехимик» Тимуру Шагабуддинову. Честно говоря, ваш поклонник следил, как вы перешли в авангард, потом, когда класс вылетел, я говорил так: мы должны были проиграть чемпиону. И болел за авангард. Молодца. Кубок Гагарина – это приз, вручаемый победителю серии плей-офф континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008-2009. Он назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина и является переходящим. С 2012 года принято решение о том, что каждый из хоккеистов, завоевавший кубок, имеет право взять его к себе домой, в город, откуда он родом, в хоккейную школу, где воспитывался. Наши герои этой возможности очень рады. Положительные эмоции, на самом деле, очень приятно быть в родном городе. Ну, я не знаю, Дамир, я давно не был, вот, и очень приятно привезти этот замечательный кубок, встретиться с руководителями Нижнекамскнефтехима. Для меня это большая честь, большая гордость. Все, кто следил за последними событиями в хоккее и кто болел за ребят, знают, какие усилия пришлось приложить хоккеистам, чтобы отстоять честь команды. Да, трудностей было много, но, как говорится, там даже уже когда поднял кубок над головой, все болячки все прошли, а сейчас уже отпуск, есть немного времени подлечиться, подготовиться к новому сезону и в новый бой. И Наиль, и Дамир с огромным уважением и почтением относятся к хоккейной школе, где учились и получали путевку в элиту российского и мирового хоккея. Воспитанники ДЮСШ-Нефтехимик всегда с теплотой отзываются о хоккейном клубе, где, к слову, активно ведется поддержка игроков. Сделать фотографию на память с легендарным кубком и с героями, а также получить автограф от любимых игроков могли все сотрудники Нижнекамскнефтехима. Ну а хоккеисты не скупились на подробности, касающиеся как спортивных достижений, так и личной жизни. Дамир Шеревзянов рассказал, что этот год для него стал богатым на памятные события. Совсем скоро спортсмен впервые станет отцом. Да, ждем, вот уже неделю на неделю должно быть, но слава богу, как говорится, что такой год у меня идет, надеюсь, он будет продолжаться и будет еще больше позитивных новостей. Родители Дамира также присутствовали на праздничном мероприятии, чтобы поддержать сына, как они делают это на всех матчах. Переживали очень сильно, когда он ложился под шайбу, когда 3 раза поймал на себя, сердце прям выпрыгивало. Это сейчас отлегло немножко, но тогда было очень и больно, и, как сказать, и гордились в это же время. Ну, еще пару часов, наверное, не верили, что это все-таки выиграли. Потом
потихоньку привыкли. Дирекция ХК «Нефтехимик» также разделяет всеобщую радость. Ведь основные навыки, знания и умения в ребят были заложены в Нижнекамске. Директор хоккейного клуба Игорь Ларионов отмечает огромную помощь Нижнекамск нефтехима в воспитании и создании таких блестящих кадров. Потому что наше предприятие вкладывает столько средств, времени и усилий для создания условий развития хоккея в Нижнекамске, развития таких талантов. Сами же хоккеисты отмечают, что главное в становлении спортсменов – это поддержка и вера родителей в своего ребенка. Родителям только желаю помощи и никакого давления. Вот. У ребенка должны гореть глаза, он должен получать удовольствие от хоккея, от футбола, от шахмат. Поэтому главное найти, я думаю, ребенку правильное русло и там уже в этом помогать. И еще немного позитивных новостей. В первый день лета и в День защиты детей свои двери распахнули детские оздоровительные лагеря ПАО «Нижнекамск нефтехим». С самого утра дети и их родители спешат на место регистрации. Именно отсюда начинается путешествие в незабываемое лето. С нескрываемым восторгом ребята ждут своей очереди. Регистрация проходит с соблюдением антиковидных норм. Многие едут в лагерь «Юность» не в первый раз. Каждый год я ребенка отправляю в лагерь «Юность». Приезжает очень довольный, просит опять на следующий год. Я сама была маленькая, тоже ездила в этот лагерь «Юность». Воспоминания очень хорошие, поэтому не изменяем традиции и отправляем ребенка. В этом году с учетом изменений ситуации с пандемией есть послабление. Лагерь заполнится на 75%, это 345 человек. В комнате будут располагаться по 3 детей. Отряды формируются по желанию отдыхающих. Я еду в первый раз. Там очень весело, очень классно. Каждый год лагерь улучшает условия для пребывания детей. Благодаря детям, вожатым, педсоставу, всему. Там действительно своя какая-то атмосфера, свой уют. Путевки в лагерь разлетаются еще за несколько месяцев до начала заезда. В основном отдыхающие в юности мальчишки и девчонки – это дети сотрудников Нижнекамск нефтехима. Но возможность отправить свое чадо в один из лучших лагерей Татарстана есть у каждой нижнекамской семьи. Атмосфера юности чувствовалась уже в автобусе. В салоне не смолкали детский смех и дружные песни. Первая смена в лагере «Юность» обещает быть особенной, и время, проведенное здесь, запомнится ребятам надолго. Как мы уже сказали, это крайне важно – сохранять социальную направленность, социальную ответственность для любого предприятия. Для такого градообразующего комбината, как Нижнекамск нефтехим, тем более. Ведь это, с одной стороны, показатель успешности, с другой – гарантия благополучия и развития самого города Нижнекамска. Ну и третье – это сигнал для подрастающего поколения. Компания устойчива и движется в верном направлении. В Нижнекамске эта связь поколений вообще довольно выражена и поддерживается разными способами. Профессиональная агитация – мера, которая работает и работает эффективно. Увидеть своими глазами, где работают папы и мамы, узнать, какую продукцию они выпускают и для чего она нужна – такая возможность предоставилась детям, работникам завода синтетического каучука. Акцию приурочили к Международному дню защиты детей. Когда будете по улице быстро проезжать, родителям скажете, эта улица носит имя человека, который придумал, как сделать синтетический каучук. Интересные подробности от гида, в качестве которого выступила Эльвира Далатказина, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами. После инструктажа ребята смогли пройти на территорию завода. Экскурсия продолжилась в автобусе. Эльвира Равгатовна рассказала про аллею славы, с которой начинается химкомбинат, объяснила, для чего нужны градирни, и познакомила с первенцем химкомбината. Первую установку, с которой началось наше предприятие. Эта установка называется «Центральная газофракционирующая установка ЦГФУ». В хорошем настроении, с предвкушением чего-то интересного, дети вышли из автобуса, а в глазах неподдельное любопытство. Еще бы, вокруг гигантские колонны. Хочется скорее все увидеть и разузнать. Такая экскурсия точно не может быть скучной. После интересной экскурсии фото на память, а следующим пунктом стал завод СК, где ребят ждал настоящий сюрприз. Ребята встретились с родителями, которые в это время находились на работе и ждали маленьких гостей. Такая встреча, конечно, подарила массу положительных и теплых эмоций. Мамы и папы смогли рассказать детям, как производится синтетический каучук, и показать свои рабочие места.
Памятным подарком для ребят стали настоящие образцы синтетического каучука. Очень хорошо, что организовали такое мероприятие. У меня ребенок увидел, где я работаю. Все очень понравилось. Спасибо всем большое. Мне очень понравилось, что у нас такая экскурсия. Я увидела, где работает моя мама. Оказывается, это очень интересно. Руководство завода считает, что такого рода мероприятия очень важны, ведь каждому нижнекамцу с юных лет важно знать, что производится на градообразующем предприятии. Хочется выразить в первую очередь благодарность этой Эльвире Равгатовне Даварказиной, нашему всему акционерному обществу, профсоюзному комитету, потому что, честно говоря, такое данное мероприятие для таких маленьких детей мы проводим первый раз. Немножко волнительно, дети все в восторге, глаза у всех большие, как 5 копеек, всем все интересно, хочется потрогать, но мы им только пока показываем. После такой увлекательной экскурсии кто-то из ребят может решиться пойти по стопам родителей и стать специалистом Нижнекамск-нефтехима. Сегодняшний экскурсия послужит для кого-то большим таким подталкивающим фактором для того, чтобы стать химиком. Хорошие впечатления от экскурсии подкрепили сытным обедом. Ребятам такое праздничное мероприятие точно запомнится надолго. С вами на Нижнекамск-нефтехиме? Да! Еще приедете? Да! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика». Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век».